биологические эксперименты, где и с кем их можно проводить. Ну уж точно не дома над котом. Я знаю место, где можно изучить генетику, микробиологию и другие серьезные науки. «Умная Уфа» – это проект федеральной компании «Умные города», в рамках которого каждый месяц проводятся интерактивные научные занятия с опытами и экспериментами для детей и подростков. Ведущие молодые ученые, которые готовы поделиться своими знаниями с нами. Кстати, программы никогда не повторяются. В этом сезоне проект «Умная Уфа» стартовал научной программой «Биологические эксперименты». Что ты узнала нового в этой лаборатории? Сейчас я нахожусь в лаборатории микробиология, и мы изучаем дрожжи. Мы посмотрели в микроскопе на дрожжи, и оказались, что они настолько маленькие, что даже под микроскопом их очень сложно разглядеть. Также они очень легкие, что даже если подуть, они будут шевелиться. В лаборатории микробиологии ребят ждет целый арсенал микробиолога. Микроскопы, реактивы, пипетки, предметные стекла. И все это для того, чтобы изучить бактерии и дрожжи. Но где еще так серьезно можно вникнуть в природу вещей, с которыми мы сталкиваемся каждый день? Оказывается, квас и кефир – это поселение бактерий, причем полезных. Но кому-то интереснее изучать жизнь на примере более крупных организмов. Что было самое интересное в сегодняшней программе? Я думаю, что зоология, потому что мы развязали раков, а я очень люблю хирургию. Люблю рассматривать. Что ты больше всего ждешь от «Умной Уфы»? Про мышей, потому что мне очень интересно, как мыши реагируют на лабиринт. Как они будут выбираться из него. Ребята поделены на несколько групп. В течение часа они ходят по разным лабораториям и изучают, как функционирует живой организм в целом и как он взаимодействует с внешней средой. Оказывается, геном мыши очень близок к геному человека, совпадение около 80%. Это значит, что у нас с ними много общего, поэтому частенько в лабораториях многое проверяют на мышках. Мы тоже проверили, как они реагируют на свет или любят больше темноту. Ни один мышонок не пострадал. Создать искусственную почву, изучить поведение лабораторных мышей, поработать с мухами – это, конечно, сильно. Только ученые могут похвастаться таким. И мы тоже, ведь мы теперь ученые. Полина Галиева, Розалия Тукаева, специально для «Горы новостей».